Один в поле не воин. Нападающий баскетбольного клуба ЧГУ «Атланта» Анна Чубарова хоть и сумела за 2 домашние игры пополнить свой актив 46 очками, однако для победного дубля над коллегами из Калининграда этого не хватило. С отчетом тура чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола страны мой спортивный коллега Вячеслав Ильин. В Чебоксары команда Балтийского федерального университета приехала в роли лидера регулярного первенства подгруппы «Запад» топ-дивизиона чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола России. Так что главная задача для тренерского тандема хозяек игрового паркета Никиты Иванова и Алексея Миронова было поднять боевой дух своих подопечных. На игру пригласили ректора университета. Это принесло положительный эффект. ЧГУ «Атланта», уступая после первой половины 2 очка, к радости болельщиков одержала такую важную для себя победу – 61-54. В том году мы играли Северо-Запад, там был чуть уровень другой, то есть было полегче. Сейчас это уже другой уровень. Мы 4-кратные чемпионы Северо-Запада. Вот. И поэтому какой-то уже рубеж прошли, поэтому решили себя попробовать в более сильном чемпионате, пусть даже таким коротким составом. Учитывая короткую скамейку гостей, а в столицу Чувашии калининградцы приехали 8-ром, тренерский штаб «Атланты» не без основания рассчитывал на победный дубль. Однако в повторной встрече все пошло не по сценарию хозяев. Федералы, ведомые в бой играющим тренером Анастасией Андреевой, номер 8, просто смели хозяев площадки. После первой четверти мы уступали 13, а к большому перерыву уже 26 очков. Дальнейшему разгрому хозяек помешало появление на скамейке для VIP-гостей ректора Андрея Александрова. Девушки буквально воспарили, сумев выиграть 3-й и 4-й микроматчи. Это свело отставание до минус 12 очков, однако для победы оказалось недостаточно. Мы уступили 60-72. Ну, в качестве бонуса можно записать в актив ЧГУ «Атланты» статистику тура. Самым результативным игроком стала центровая хозяйка Анна Чубарова, номер 69. В ее активе за 2 матча 46 из 121 забитых хозяевами очков. У нас в данный момент половина состава играет с травмами, поэтому мы решили поберечь их сегодня. И вчера мы задачу выполнили, выиграв первую игру Балтийского федерального университета. Занимаем на данный момент 4-е место, это дает нам право играть в плей-офф, поэтому задачу выполнили. Поделив туровые очки с калининградцами, наши девушки в рейтинге подгруппы «Запад» опустились на 5-ю строчку. Правда, и команда БФУ не удержалась в лидерах, уступив пальму первенства коллегам из Ивановского химико-технологического университета, которые в Самаре переиграли сначала местных архитекторов, а затем Удмуртский университет. Вячеслав Ильин, Вести Чувашия.